этом году исполняется 100 лет со дня рождения калмыцкого поэта, всемирно известного человека, как поэт Давида Никитовича Кугультинова. От правды не отрекался. Давиду Кугультинову не гнулся поэт знаменитый, слов пламенных просто не стесть, судьбе клеветою облитой хранил он народную честь, хлебнул клеветы он отраву и боль причиненных обид, познавший всемирную славу, калмыцкий народный пиит. Твои откровения безбрежны, бессмертны творения твои, достоин ты преданно нежной и безграничной любви. Давид, твое мудрое слово, святой животворный родник, ты от правды в юдоли суровой не отрекался на миг. Когда нас морили оковы, ты самый известный поэт, и делом, и пламенным словом 20-й приблизил ты съезд. В завершении стихотворения хотелось бы завершить словами поэтессы, опаленной войной Юлии Друниной. Стихи умирают, как люди. Кто знает, когда череда, когда тебя время осудит навеки уйти в никуда. Стихи умирают, и точка. Ты был, и тебя уже нет. Но если осталась хоть строчка, тогда ты бессмертен поэт. Творение и имя Давида Кугультинова бессмертные. Они будут храниться в памяти народа на веках. История происходила с Кугультиновым в начале 50-х годов. Значит, как известно, в то время все калмыки были высланы в Сибирь и отбывали там ссылку, но Кугультинов, он еще и получил срок за то, что он писал письма Сталину о том, что это несправедливо, и просил разобраться. Разбирались в то время известным образом. Он получил срок в лагере, отсидев его, работал разнорабочим на складе. И туда пришла девушка Алла, которая жила в Норильске, попала в Норильск по распределению из минеральных вод. Она была выпускницей института. Пришла купить какие-то продукты к своему дню рождения. И Давид пошутил, что если вы меня пригласите на свой день рождения, возможно, я вам помогу что-то там дефицитное достать. И она его пригласила. И надо понимать, что выглядел он в то время совершенно не очень хорошо. Ну, как бы это заключенный человек в ватнике, в плохой шапке. Но придя на этот день рождения, он совершенно влюбил в себя, покорил, читал стихи, был эрудирован, и многие современники отмечают его способность завораживать, когда он читал стихи, когда он говорил. Они полюбили друг друга, решили пожениться, и вот ее вызывают в райком комсомола, и как бы обсуждался ее вопрос, что как ты можешь, мало того, что он калмык, так он еще язык. И как бы ей поставили вопрос с ребром: либо ты с ним, либо ты кладешь комсомольский билет на стол. И в то время это был большой поступок, потому что без комсомола ты не мог развиваться. И она многим рисковала, конечно. И она положила этот комсомольский билет на стол и ушла, выбрав своего поэта. Через несколько лет умрет Сталин, калмыки вернутся домой, и Давида ждет большая жизнь, большой успех, огромные тиражи. Но полюбили они друг друга, и Алла его полюбила в Сибири, когда он был нищим бесправным зэком. И они прожили долгую жизнь, и после смерти Давид Никитич, по-моему, прожил месяца 2 и ушел после нее. И он был очень, конечно, раздавленный смертью. Давид Кугультинов был щедр на доброе слово. Поддерживал талантливую молодежь. Несмотря на всемирную славу, он был открытым,
и доступным, доброжелательным в общении человеком. В 1985 году, будучи председателем правления Союза писателей Калмыкии, он пригласил меня на работу в редакцию журнала «Тейгенгерин», тем самым определив мою дальнейшую судьбу. С его предисловием увидела свет подборка моих стихов в литературной России. Вокруг него всегда возникала особая атмосфера сердечности, нравственной чистоты. Для меня общение с ним было сродни волшебству, преображавшему будничный быт. Судьба подарила мне радость общения и встреч с ним, мудрым человеком и великим поэтом. Каждый раз я поражался стремительному ходу его мыслей, с увлечением и громадным интересом следил в беседе за его размышлениями, которые были настолько оригинальны, образны, свежи, что можно было слушать его бесконечно, наслаждаясь глубиной суждений и блеском ума. Произведения Давида Кугутинова стали частью современной духовной жизни и заняли достойное место в мировой литературе. Но его личная жизнь состояла из не менее ярких, а может быть и более ценных поступков, в которые он вложил свою душу, на мой взгляд, не меньше, чем созданные им книги. Кугутинов велик. Величие его кроется, по-моему, не только в могучем природном таланте, которому присущи душевная ясность и философская мощь, но и в неподкупности и искренности его характера, в масштабности мышления, в способности дать честный и точный совет, в умении принимать правильные решения и действовать сообразно совести. Именно таким я его знал. К столетию поэта я подготовил сборник «Венок» Давиду Кугутинову, куда вошли стихи, посвященные великому калмыцкому поэту. Среди авторов выдающиеся советские и российские поэты: Михаил Дудин, Евгений Долматовский, Семен Липкин, Лев Ашанин, Борис Слуцкий, Михаил Луконин, Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Танзиля Зумакулова, Умар Яричев и, конечно, поэты Калмыкии. Прочитаю свое стихотворение Давид Кугутинов, вошедшее в этот сборник. Он был защитником народа, не жил с родным народом врозь, как дерево до небосвода его величие вознеслось. Таких народных исполинов растит калмыцкая земля. Давид Никитич Кугутинов, пред вами преклоняюсь я. Он будет жить в родном народе и будет нам светить всегда на нашем отчем небосводе его заветная звезда. С народной болью и печалью стихи сердечные творил, скрепил все кровью, как печатью, так он, бывало, говорил. Он сокровенными стихами обнял могучий свой народ, его поэзия крылами калмыцкий держит небосвод. Хочу рассказать историю одной моей фотографии с Давидом Никитичем Кугутиновым. Давид Никитич часто звонил к нам домой, подолгу разговаривал с моим отцом, главным редактором журнала «Тейгенгерин», поэтом Эрни Антоновичем Эльдышевым. Со супругой Алевтиной Григорьевной неоднократно бывал он у нас в гостях. Я запомнила его доброжелательным, внимательным человеком. Он живо интересовался моей учебой в школе, спрашивал, каких калмыцких писателей мы изучаем, какие их произведения знаем и так далее. Это фото сделано моим отцом 3 ноября 2003 года в кабинете директора библиотеки имени Амурсанана. Давид Никитич тогда пришел на встречу со студентами вспомнить своего старого друга, народного поэта Калмыкии Лиджи Ачировича Инджиева в связи с 90-летием со дня его рождения. «Мне вспоминается наша встреча в Барнауле», — говорил он, «совершенно неожиданная, полная радости и горечи одновременно. Встреча, как знамение в непроглядной мгле, уже свершившегося и грядущего. Отозванные с фронта спецпереселенцы, мы, волей злого рока, в мае 1944 года оказались в далеком Алтайском городе. И надо же случиться такому совпадению.
одновременно на железном дорожном вокзале. У каждого в кармане лежало свое предписание. Ему в Горно-Алтайск, откуда его переведут в Рубцовск, мне в Бийск, куда меня определили преподавателем автомобильного техникума. Представьте, ночной неприветливый вокзал, чужие озабоченные люди, давка, ругань и вдруг родное лицо. Удивились, обрадовались, обнялись. Хотелось сразу расспросить друг друга, какими судьбами, но поговорить там было невозможно. Мы вышли с ним на привокзальную улицу и всю ночь бродили по бесприютным закоулкам. Я, конечно, был горяч и полон негодования. Говорил о своем намерении написать письмо Сталину о бедственном положении калмыцкого народа. Лиджи Инджиев по праву старшего успокаивал меня и говорил: «Надо перетерпеть, эта черная полоса пройдет». Вдруг открылась дверь, вошел молодой человек, который что-то шепнул ему на ухо. Давид Никитич извинился перед аудиторией и вышел в кабинет директора. Его позвали к телефону. Звонила супруга Алла Григорьевна, которая сообщила горестную весть. Умер его друг, народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. Давид Кугультинов был любимым поэтом нашей молодежи. Он часто встречался со школьниками, студентами, рабочей молодежью. У него много стихотворений о любви, о дружбе, о верности, о смысле жизни, что так привлекает молодых. Вот такую памятную встречу с Давидом Кугультиновым напоминает мне эта фотография. На планете Давида весна, знает Оша умысли его, скорость света вселенский рассвет. Посмотрите, они волшебство, гнезда в космосе вечные вьют. В сердце принял страдания с земли, без осадка он став против зла, и заветные строки спасли, и с орбиты земля не сошла. На планете Давида весна, там иных не бывает времен, из стихов золотая волна, там единственный высший закон. Там тюльпаны всегда влюблены, растворяя себя в красоте непокорных красавиц степных, что встречает желанных гостей. Знаю, Шамбалу в мире ином обретает поэты опять. Мне, калмыку, туда суждено вслед за другом перекочевать. Знаю я, над страной ковыля, Аранзал твой укажет пути, по следам скакуна вся земля к заповедному счастью летит.